на железной дороге с 2000 года происходили какие-то очень странные вещи, очень много имущества, миллиарды куда-то исчезали. На горизонте появился Максим Бакиев, и он организовал какую-то очень такую хитрую схему вытаскивания с Кыргызской железной дороги этих денег. Но Меркулов мне пишет письмо, я ему отправляю: ты чё? Ты почему так дешево продал? И он мне пишет: Акбыкун Дукенович, я продал его, говорит, килограмм по одному сому, 33 тына за 1 килограмм вагонов. Он продал его дешевле, чем картошка, тогда картошка стоила на базаре 5-6 сомов. Они живут, получая эти миллиарды за счет аренды, деньги. Так, по сегодняшний день? Я предполагаю, что по сегодняшний день они партнеры с Максимом Бакиевым. Руководителем ОКЖД был Омеркулов, министром транспорта был Тюмалиев, курировал их ГУБЭП Джаныш Бакиев, и во всем этом участвовал, ну, конечно, он не подписывал, Максим Бакиев. Я посчитал, что нанесен ущерб 4 миллиарда 398 миллионов. Ну, даже если они скажут, да нет, не 4,5 миллиарда, а всего миллиард, все равно это миллиарды. Это только железная дорога, и это только 3 года. Мне отправили письма и Генеральная прокуратура, вот, что да, подтвердились, да, подписи поддельные, экспертиза подтвердилась, возбудили уголовные дела, накажем, посадим. Но после революции, как пришли, значит, новые революционеры, когда Бакиев возглавил, все это исчезло. Я боюсь, что я до 4 октября не дотяну с этими расследованиями, поэтому я думаю, если содержимое... знать правду, это же правда. Нет, по-вашему. дело не в этом, правду мы можем сказать. Дело в том, что миллиарды просто могут уйти. Некоторые лица, они думают, очень далеко спрятали, и никто не знает. И если кто-то хочет узнать содержимое этих папок, 4 октября придите, проголосуйте, и с трибун парламента, с мандатом мы не такое вам расскажем. Знаете, расследование надо уметь проводить. И просто когда ты критикуешь, болтаешь о чем-то, да, и все время говоришь без фактов, естественно, этого нельзя делать. Мы умеем расследовать. Не обязательно людей сажать. Мы попробуем доказать в том, что некоторые наши чиновники, бывшие, мы только говорим о чиновниках, незаконно присвоили государственные деньги. Мы сегодня говорим: слушайте, мы можем вас не посадить, просто добровольно сдайте все это.